Высоковольтная линия Ачугуара, расположенная в Тхуарчалском районе, была построена в 1956 году. Срок ее службы давно истек, ведь ей более 60 лет. В связи с ростом нагрузок в республике пропускная способность не соответствовала стремительному росту потребления, и именно поэтому вводились ограничения, говорит директор по оперативно-технологическому управлению Черноморэнерго Руслан Кварча. Встал вопрос капитального ремонта, то есть замена существующего провода на провод с более высокой пропускной способностью. Обыкновенный провод АЭС, алюминий-сталь, везде, который применяется и применялся в советском и сейчас применяется. АЭС, АЭС-300. Дальше идет после АЭС-300 АЭС-400. АЭС-400 вес больше. Если вес АЭС-300 1400 килограмм, а АЭС-400 уже 1600 килограмм на километр. А опоры наши 56-го года металлические. То есть такой вес опоры бы не выдержали. На основе рекомендаций российских специалистов был выбран АСВТ 218/63. Вес данного провода 1100 килограммов на километр. Для сравнения, вес старого провода составляет 1400 килограммов. Энергетик с 38-летним стажем Руслан Кварчи отмечает, что новый провод инновационный, изготовлен по новым технологиям. Пропускная способность старого 680 ампер, нового 970 ампер. Таким образом, новый провод пропускает на 80 мегаватт больше. То есть, если максимальная нагрузка была бы 260 мегаватт, мы больше не могли, а потребности уже у нас больше. А новый провод будет пропускать 340 мегаватт. И диаметр его меньше. За счет того, что диаметр меньше, видно, что диаметр меньше, и за счет этого ветровая нагрузка меньше на опоры. Потому что чем диаметр больше, тем нагрузка на опоры. И гололедная нагрузка меньше на опоры. То есть по всем параметрам выбор этого провода логичен. И он высокотемпературный. Если старый плюс 80, минус 60 плюс 80, минус 60 плюс 150 градусов. То есть и это нивелирует снижение нагрузок летом при высокой температуре. Замена провода протяженностью 31,5 километров уже завершена. Старый провод демонтирован и лежит на складах Черноморэнерго. На сегодняшний день на 56-го года линии Ачугуара необходимо требовалось замене существующего провода. В связи с ростом целиком республики нагрузок мы вынуждены должны были какое-то решение принять, и мы по параметрам, техническим характеристикам, те, которые дают производители, сравнительно выбор был осуществлен на тот провод, который сегодня уже повесили. Без замены опор только могли бы повесить тот провод, который мы сегодня уже повесили, по всем характеристикам, которые подходило. Руслан Кварчи еще раз подчеркнул, что ремонтно-восстановительные работы проводились для увеличения пропускной способности ВЛ Ачугуара. Это информация для населения, чтобы наше население республики поняло, что мы выполняли эти работы для увеличения пропускной способности для нашего населения. То есть во вред себе эти работы не делались. И это, когда выбирали, принималось решение, это принималось энергетиками, которые работают в Черноморэнерго, это уже не 10 лет. На сегодняшний день работы по замене проводов завершены. В ближайшее время начнутся работы по замене грозозащитного троса. После этого ВЛ Ачугуара будет запущена в тестовом режиме. Шазина Ханагу, Тимур Гогохия, Абхазское телевидение.